Здравствуйте, дорогие телезрители. Телерадиоканал «Узбекистан-24» продолжает свои эфиры. И сегодня у нас эксклюзивное интервью с министром иностранных дел Кыргызской республики Жээнбеком Кулубаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Спасибо, что нашли время. И первый вопрос. Какую оценку вы бы дали нынешнему состоянию узбекско-кыргызских отношений? Спасибо. Очень хороший вопрос. Я бы отметил, что на данное время кыргызско-узбекские отношения переживают очень высокий уровень развития, высокий уровень отношений дружбы и сотрудничества. Вы знаете, за 30 лет в этом году мы отмечаем кыргызско-узбекских отношениях 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. За 30 лет у нас было очень много разных моментов, были подъемы, были спады, но последние годы кыргызско-узбекские отношения переживают ренессанс, развитие, поскольку нынешние лидеры Кыргызстана и Узбекистана приняли решение, что два братских народа, они жить должны совместно развиваться, совместно дружить и совместно сотрудничать. В нынешних условиях мирового изменения весь мир переживает изменения, ожидает разные варианты развития событий. И в этом плане кыргызское и узбекское отношения имеют устойчивые и прагматичные отношения для перспективы. В этом году, в январе, президент Узбекистана, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев, совершил государственный визит в Кыргызскую республику. В ходе данного визита наши лидеры двух стран обсудили весь спектр наших двусторонних отношений. И в ходе визита мы подписали декларацию всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что это значит? Значит, наши страны пережили уровень двусторонних отношений и нуждаются в более высоком уровне взаимоотношений. И мы его закрепили совместной декларацией. Кроме того, по итогам визита мы приняли дорожную карту, и в течение года различные министерства, ведомства, отрасли, и в том числе Министерство иностранных дел, мы вели работу по исполнению договоренностей наших президентов. Часть мы исполнили, часть находится в процессе, часть вопросов мы будем реализовывать в будущем. Я считаю, что кыргызско-узбекские отношения имеют устойчивый характер сотрудничества, устойчивый характер дружбы. И самое главное, народы двух стран заинтересованы совместно общаться, контактировать, торговать и взаимно друг друга познавать. Мы считаем, что кыргызско-узбекские отношения переживают реально ренессанс развития. Спасибо большое. Хотелось бы узнать еще, на каком этапе сейчас находятся торгово-экономические отношения и какие результаты уже достигнуты. За этот год по статданным кыргызской стороны, по статданным узбекской стороны, объем торговли за 2023 год по итогам 10 месяцев они преодолели более миллиарда долларов. Это и совместный импорт, совместный экспорт, да, который идет между двумя странами. Самое главное, что после подписания соглашения о границе мы дополнительно открыли 2 контрольно-пропускных пунктов, ориентированные на двустороннюю торговлю. Поэтому сейчас наши граждане очень часто въезжают в Кыргызстан или заезжают в Узбекистан. При этом они используют обычные удостоверения личности. Никаких загранпаспортов здесь не надо. А это дает реальную возможность людям часто посещать друг друга и вести работу для развития. Кроме того, у нас в Кыргызстане сейчас насчитывается более 830 компаний с участием узбекского бизнеса. Я думаю, это очень хороший признак, поскольку инвестиционный климат в Кыргызстане позволяет это делать, и многие узбекские компании заинтересованы работать в Кыргызстане в различных сферах. Это сельскохозяйство, это энергетика, это переработка и, конечно, угольная промышленность. В ходе государственного визита президента Узбекистана нашими президентами была поставлена задача довести уровень двусторонней торговли
до 2 миллиардов долларов. Поэтому у нас имеется полная возможность реализовывать эти договоренности. Поэтому сейчас некоторые компании уже исследуют возможности Кыргызстана в сфере переработки. Сейчас строится завод по автосборке узбекских автомашин в Кыргызстане. Я думаю, в будущем возможность вложения инвестиций также возрастет. Поэтому здесь очень важно, что туристические компании заинтересовались взаимно, поскольку по последним данным очень много кыргызских туристов посещает город Ташкент, Самарканд, Бухару, Хива. И это дает возможность увеличить в этой сфере для ознакомления туристической возможностью Узбекистана. И часть узбекского населения также, в особенно летнее время, приезжает в Кыргызстан, посещает заповедники Асланбоб, Когьянгак и озеро Исыкуль. Я думаю, перспектива торгово-экономического сотрудничества большая. У нас есть полный потенциал для увеличения и расширения. Я думаю, что вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. Да? В каких направлениях вы видите перспективы сотрудничества дальнейшее между нашими странами? Президент Узбекистана поставил задачи, что необходимо сейчас укрепить взаимодоверие между нашими странами. Это значит стабильность на границах, это укрепление по линии границы проведения демаркации, также расширить открытие контрольно-пропускных пунктов. Я думаю, если вот эту работу мы проведем, есть возможность, во-первых, расширить открытие контрольно-пропускных пунктов, и где будет сейчас много желающих посещать Кыргызстан или посетить Узбекистан. Второй, есть большие транзитные возможности Кыргызстана, где очень многие автотовары, автоперевозки из Китая пересекают через территорию Кыргызстана, Узбекистан, далее другие страны Центральной Азии, Таджикистан или Туркменистан. Мы также очень заинтересованы через транзитные возможности Узбекистана вывести наши транзитные перевозки через Узбекистан в сторону Туркменистана, далее в сторону Афганистана или далее в сторону Туркменистана, в Азербайджан и далее в Кавказ. Второе направление, как сказал Шавкат Миромонович, это промышленная кооперация. В этом направлении наше соответствующее министерство работает, и мы попытаемся создать рабочие места в Кыргызстане, в Узбекистане, где могли бы производить высокотехнологичную продукцию. Да? Это в сфере IT, это в сфере автопрома, это в сфере электронной промышленности. Поэтому здесь мы также будем работать. И, конечно, самое главное – это продовольственная безопасность обоих стран, да, где мы заинтересованы. Часть продукции выращивает Узбекистан, часть продукции выращиваем мы. И самое главное, что мы готовы взаимно торговать. То, что нет в Кыргызстане, мы покупаем в Узбекистане. То, что нет в Узбекистане, они готовы покупать у нас. Поэтому здесь у нас есть полные возможности для увеличения торговли. И третье направление, где мы сейчас изучаем, это возможность расширения туризма. Наши соответствующие ведомства должны создать туристические туры на территории Узбекистана и туристические туры на территории Кыргызстана. И еще очень важное направление – это водно-энергетическое сотрудничество, поскольку в Кыргызстане хватка электроэнергии, мы сейчас покупаем электроэнергию и в Туркменистане. Вот эта электроэнергия, она проходит транзитом по территории Узбекистана. Это очень важный аспект, поскольку уже второй год наши узбекские коллеги нас очень сильно поддерживают, за что мы очень благодарны. Наши совместные межправительственные комиссии, Кыргызско-узбекские комиссии, они ежегодно встречаются, составляет план работы, договаривается, что правильно и рационально использует водные ресурсы в ирригационный период. Поэтому эти и другие направления мы будем расширять, и мы готовы развивать наше сотрудничество
на перспективу. Очень интересно было действительно услышать о тех результатах, которые уже достигнуты по взаимоотношению между Кыргызской республикой и Узбекистаном. Это очень важно, я думаю, для укрепления в целом сотрудничества между нашими странами и в целом в Центральноазиатском регионе, и о тех планах, которые уже обозначены вот на самом высоком уровне. Спасибо. Мы готовы всегда открыты обсуждать на любые темы. И я думаю, наши народы должны знать, что есть взаимная заинтересованность по укреплению дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом мы говорили мы, об этом говорят наши президенты. И наша задача, что мы всегда над этими вопросами работали. Спасибо вам большое. Было очень приятно узнать о том, какие перспективы нас ожидают в будущем между нашими странами. Зрителям мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был министр иностранных дел Кыргызской республики Джейнбек Кулубаев. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.